Башкирская Алга впервые вошла в тройку лидеров нацрейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России. Как подчеркнул глава Башкортостана, этого результата удалось достичь всего за 5 лет. Вот каким образом, поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии. Артем Пензин, директор управляющей компании особой экономической зоны Алга. Здравствуйте. Здравствуйте. Благодарю за предоставленную возможность выступить сегодня. Действительно, вхождение Республики Башкортостан в тройку лидеров особых экономических зон инвестпривлекательности, национального рейтинга инвестпривлекательности – это значимое событие. И вдвойне приятней то, что мы достигли данных результатов за один год, поднявшись с 7-го места в прошлом году до 3-го в текущем. И вот данные показатели говорят о том, что та команда, которая сегодня работает над преференциальными площадками, она двигается в правильном направлении, как говорится, показатель на лицо. Что для Республики Башкортостан в целом, наверное, это прежде всего укрепление ее позиций как одного из ведущих центров промышленности Российской Федерации. Ведь показатели национального рейтинга – это не просто какие-то там строчки, это реальные инвестиции, реальные рабочие места, реальные экономические эффекты. И мы, конечно же, будем продолжать работать и трудиться над достижениями, над сохранением тех показателей, которые мы сегодня добились. Вот один вопрос для тех телезрителей, которые буквально только что включили экран и включили наш телеканал. Особая экономическая зона. Вот в 2 строчках объясните буквально нашим телезрителям, что это за зона, почему она таковой является. Но особые экономические зоны – это такой некий механизм, который был создан Российской Федерацией прежде всего для привлечения инвесторов, инвестиций, как площадка с комфортными условиями для размещений. Здесь и налоговые преференции, здесь и создание всей необходимой инженерной инфраструктуры. То есть это некая территория, на которую приходит инвестор и начинает реализовывать свои инвестиционные проекты. Ну вот если это какая-то территория и куда приходит инвестор, соответственно, инвестор хочет, чтобы там было все в порядке, да, соответственно, мы говорим об инфраструктуре. Как удалось? 5 лет это, если честно, не так много. Но как удалось создать инфраструктуру и что она в себя включает? Конечно же, для инвестора, наверное, один из ключевых пунктов для принятия инвестиционного решения – это наличие готовой инфраструктуры. Конечно, для него интересны там налоговые преференции, какие-то дополнительные льготы, но наличие готовой инфраструктуры – это достаточно важный аспект, и он позволяет сократить прединвестиционную фазу. И поэтому управляющая компания, корпорация развития, она очень активно и достаточно быстро реализует и создает инфраструктуру в особой экономической зоне. Тем более это тоже учитывалось в рамках национального рейтинга, как управляющая компания, как субъект создает инженерную инфраструктуру. Если говорить о сегодняшнем дне, то у нас 5-я и 1-я площадка особой экономической зоны полностью обеспечены все необходимые инженерные и транспортные инфраструктуры. 3-я и 4-я площадка в высокой степени готовности. Там уже можно даже сказать на заключительной стадии создания инженерной и транспортной инфраструктуры. А 2-я площадка у нас прошла государственную экспертизу, там разработана проектно-сметная документация, и в ближайшее время мы уже будем выходить на строительно-монтажные работы. Что это за площадки? Они где-то находятся в разных районах, городах. Да, особая экономическая зона, особая экономическая зона Алга, она создана так, что это 5 обособленных площадок. 2 из них находятся в Ишимбайском районе, 2 в Стерлитамакском и 1 в Уфимском районе. В чем удобство? Мы можем организовывать и размещать инвесторов по отраслевой принадлежности, по кластерному типу согласно отраслевой принадлежности, чтобы санитарно-защитные зоны предприятий не конфликтовали между собой. То есть на одной площадке мы можем размещать предприятия, скажем, пищевой, фармацевтической промышленности, на другой площадке мы можем размещать предприятия нефтехимии и химии, у которых класс опасности гораздо, там, скажем, выше, а на 3-й площадке мы можем размещать легкую промышленность. Это очень удобно, и это также привлекает инвесторов. Расскажите, вот какие резиденты сейчас есть в особой экономической зоне Алга?
На сегодняшний день в особой экономической зоне Алга размещается 25 резидентов с общим инвестиционным портфелем порядка 65 миллиардов рублей и с планом создания 3200 рабочих мест. В ближайшее, у нас уже на прошлой неделе получил статус резидента особой экономической зоны проект «Экопромстрой», который планирует реализацию проекта по созданию автоклавных газобетонов. Проект на 2,9 миллиардов рублей будет размещаться на третьей площадке. Сегодня мы занимаемся реализацией и размещением еще одного проекта. Это проект «Гражданские технологии», производство газотурбинных оборудований. Это показатель того, что наша площадка интересна инвесторам. И из 763 гектар на сегодняшний день заполнено уже 76%. Осталось порядка 160 гектар свободной земли. То есть процесс заполнения идет достаточно активно. Какой период занимает именно инвестор, его решение войти в особую экономическую зону Алга и реализация проекта? С момента, когда мы встречаемся с инвестором, и у него возникает идея реализовать и принять инвестиционное решение по локализации своего проекта, проходит ориентировочно, где-то, наверное, порядка 2 месяцев до получения статуса резидента. Подготовка необходимого пакета документов на выход на экспертный совет занимает порядка 1 месяца. Ну и принятие решения Министерством экономического развития Российской Федерации тоже занимает где-то порядка 1 месяца. В среднем это 2 месяца с момента обращения его в корпорацию развития. Ну и наверняка есть резиденты за эти 5 лет, которые уже успели наладить производство, которые ведут успешный бизнес. Вот кто это? На сегодняшний день у нас порядка 5 резидентов особой экономической зоны, кто уже запустил свои производства. В ближайшее время у нас планируется запуск еще 2 резидентов. Это компания «Добрый картон» по производству гофротары и финансовая компания «Дога» по производству углеводородных газов, которые планируют запуск своих производств в первом квартале 2026 года. А кто есть уже, вы говорили, порядка 5 производств, которые уже запустились, успешно работают? Это такие производства, как компания «Амкадор», производство сельхозоборудования. В Ишимбайском районе на первой площадке это компания «За спорт», производство спортивной одежды, которая одевает нашу олимпийскую сборную. Кроме этого, компания «Аркада», которая производит спецодежду. Есть еще производство лакокрасочных производств и электродвигателей. Сейчас, естественно, идет такая активная борьба за инвесторов. Вот какие преимущества, топ-3, скажем, у особой экономической зоны Алга, чтобы привлечь бизнесменов? Да, хороший вопрос. Действительно, между особыми экономическими зонами идет конкуренция. И как раз национальный рейтинг – это показатель конкуренции особых экономических зон. Мы активно боремся за привлечение инвесторов на свои площадки. И здесь можно выделить следующие, наверное, такие критерии, и на чем базовые критерии по привлечению инвесторов. Очень хороший механизм – это, конечно же, инвест-часы под руководством Радия Фаридовича Кабирова, где инвестор получает уникальную возможность напрямую задать вопросы и получить на них онлайн быстро ответы по мерам господдержки, по различным направлениям. Кроме этого, хорошо себя зарекомендовал Институт бизнес-шерифов, который с нами взаимодействует и сопровождает инвестиционные проекты. Ну и сама управляющая компания, она на самом деле получила такой, скажем, апгрейд. Если раньше основная задача управляющей компании была это строительство инженерной инфраструктуры и сдача в аренду либо производственных помещений, либо земельных участков, то на сегодняшний день управляющая компания, она сопровождает инвесторов вообще в таком большом диапазоне. Это и сопровождение в
институтах, финансовых институтах, это сопровождение и в органах исполнительной власти. Мы занимаемся как мерами господдержки, так и маркетинговыми исследованиями. И если нужна ему какая-то сырьевая база, мы находим эту сырьевую базу. Ну, то есть обширнейший диапазон взаимодействия с инвесторами. И здесь надо сказать, что инвестор даже уже не тот, который был раньше. Если раньше он приходил, его там интересовало, какие условия на данной площадке, там наличие инфраструктуры, скажем, меры государственной поддержки, аренда, то сейчас инвестор совершенно другой. Он приходит уже с неким десантом технологических специалистов, которые задают очень такие серьезные, долгосрочные вопросы, там, какие тарифы будут. Ну, достаточно большой диапазон, и чем быстрее мы на них ответим, тем быстрее дадим, скажем, исчерпывающий ответ, тем у него быстрее будет принятие решения локализовать свое производство. То есть, наверное, вот это вот основные базовые такие аспекты. Ну и, конечно же, мы как управляющая компания стараемся немножко, скажем, принять там дополнительные или рекомендовать органам исполнительной власти Республики Башкортостан увеличить налоговые льготы, налоговые преференции. И у нас, на самом деле, в Республике Башкортостан есть, скажем, дополнительные льготы и условия для инвесторов, которые отличаются от наших соседей. Первая пятилетка, можно сказать, пройдена успешно. Планы на следующую пятилетку какие ставите? Ну, как я уже сказал, наша особая экономическая зона заполнена более 67%, и поэтому руководством республики сегодня принято решение о расширении особой экономической зоны. Особая экономическая зона будет расширяться в Уфимском районе. Ну, наверное, это такая самая интересная локация. Рядом с пятой площадкой в микрорайоне Шакша. Там уже определены земельные участки, это порядка 220 гектар. На сегодняшний день управляющая компания «Корпорация развития» подготовила совместно с правительством Республики Башкортостан совместную заявку, которая сегодня находится в правительстве Республики Башкортостан на согласование, ну, как положено в установленном порядке. И до конца года данная заявка будет направлена в Министерство экономического развития Российской Федерации на рассмотрение и утверждение. Спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали об успехах, а самое главное о планах и о тех инвесторах, которые уже вошли и которые планируют войти к нам на территорию Республики Башкортостан. Успехов вам и дальше. Спасибо большое, спасибо за приглашение. Это была программа «Интервью». На наши вопросы отвечал Артем Пензин, директор управляющей компании особой экономической зоны «Алга». И я, Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.